Мы уже вместе очень давно. Через что столько с ней не прошли. Я вам скажу, она никогда меня не предавала. И в снеге, в стужу оставалась верной. За исключением некоторых случаев. Это было весной. Прекрасный солнечный день. В такую погоду я всегда хожу пешком с работы. Деревья проснулись после долгой, холодной зимней спячки и покрылись яркой зеленой листвой. Лучи солнца, играющие, создавали радугу от брызга воды фонтана. Я решил срезать путь и пойти через незнакомый двор. И тут я увидел ее. На тот момент состояние ее было ужасное. Вся покрытая пылью, местами ржавчина. Краска потеряла свой былой вид. Колеса спущены, а двигатель не заводился уже очень давно. Спасибо. У всех прохожих она вызывала лишь только жалость. Но я испытал нечто другое – восхищение. И в этот момент я дал себе слово, что выкуплю эту машину и дам ей вторую жизнь. Мы долго спорили с бывшим хозяином, но в итоге она стала моей. Мы восстанавливали ее долго и трепетно. И я вам скажу, что нам с ребятами удалось вдохнуть в нее жизнь. Она приобрела первозданный вид. И не важно, что я не сажусь за руль и ей управляет Шерип, это все равно мой Opel Kadett. А вы ее угнали. Аль Капоне, в криминальном мире известен как великий автоугонщик. Настоящее имя, о котором знают лишь единицы, Аль Витта, яркий представитель организованной преступности. Под прикрытием автосервиса занимается экспортом угнанных машин за океан, а также контрабандой зимней резины. Как утверждают его подельники, настоящий ценитель ретро-машин. Признает только автомобили, которые старше его возраста. Один из самых осторожных преступников. Лаки Лучано по кличке Достан может достать любую автозапчасть. Один из приближенных людей к Аль Витта руководит всеми важными делами банды. Есть информация, что угонщик находится вот по этим координатам. Откуда информация? Рустам, это сейчас так важно? Так, план такой. Какой? Эффект неожиданности. Они не знают, что мы заявимся. И этим мы воспользуемся. Нам нужна надежная тачка. Я знаю, к кому мы обратимся. Вы обратились по адресу Ford Galaxy 1961 года. В 1960 году Galaxy выделили самостоятельную линию полноразмерных Фордов, и до 1965 года это была самая дорогая и хорошо укомплектованная модель Ford. Американский полноразмерный автомобиль, выпускавшийся подразделением Ford в корпорации Ford Motor Company. Это была линейка из 6 типов кузова. Мощная, быстрая, как вы и просили. А, кстати, вам для чего? Нам для одного дельца, Шерип. Ребят, вы там скоро? Ребят, автоматы Калашникова. Это же не по сценарию. Бигхан, это сейчас так важно? Я, кажется, забыл машину закрыть. Я, кажется, утюг забыл выключить. Я текст сценария забыл.
А как он здесь оказался? Он же там был. Работа у меня такая. Вам 607 номер. Спасибо. А дед был прав. Действуем быстро и слаженно. Вперед. Что? Что случилось? Рустам, успокойся, я упал просто. Армен, помоги мне встать. Где ты? Здесь. Да где же ты? Да здесь, на мой голос иди. Да тихо вы там. Тут и так жутко. И не важно, что я не сажусь за руль и ей управляет Шерип, это все равно мой Opel Kadett. А вы ее угнали. А я думал, что вы не придете. Очень хорошая речь. И даже затронула меня. И я вижу, что эта машина была тебе дорога. Мне тоже нравятся красивые тачки. Да и кому они не нравятся. Если бы вы пришли ко мне без оружия, я принял бы вас как дорогих гостей. Без вопросов попросил бы отдать автомобиль. И даже извинился бы. Но когда мне доложили, что вы идете ко мне с оружием, с плохими помыслами, как к своему врагу, это я воспринял как неуважение. А кто вам доложил у нас? А я в тебя верил. Можешь на запчасти их. Филипп, ты пришел за нами? Нет, я пришел за своей машиной. Бека, что с тобой? Да так, это сон ужасно приснился. А мы это куда едем? Встречать Новый год. Далеко? Ну, Бекан, это вопрос относительный, смотря откуда куда едем. Ты же хотел стрелять много необычно. Получай. Было такое дело. Но сейчас начинаю жалеть об этом. Не волнуйся, Бекан, ночью уже будем дома. Ночью? Мы что, на целый день туда едем? Ладно, а как же Рустам? Он же не может без еды. Об этом можешь не волноваться. У меня все схвачено. Рустам, как обычно, большое? Ага. А кто эту машину выбрал? И я о том же. У меня на примете была другая Нива. Да ладно вам, какая разница, Нива и Нива. Какая разница? Отличная машина для горных дорог. Объясню почему. Так как машина 94 года, здесь двигатель карбюраторный. Усиленная подвеска, полный привод, мост передний независимый. Колеса тут стоят 31-е, что придает хорошую проходимость и брутальный вид. Что касается комфорта, полная шумоизоляция. Сиденье от Mazda RX-8, электростеклоподъемник. Есть сигнализация, подогрев в зеркалах, также есть крутая музыка. Обменяю на Приору. 8 967 042 95. Рустам, ты что делаешь? Машину продаю. Видишь, какая ласточка. Я себе
тебе говорил, надо было выбрать ту Ниву. Она бы точно не застряла. Рустам, не волнуйся, ты так, на этой тоже не застрянешь. Дело в том, что мы на этой машине отключили блокировку дифференциала и полный привод, и поэтому просто там забуксовали чуть-чуть. Стоит нам включить полный привод, как мы выйдем. Но, пользуясь случаем, я вам предлагаю проверить один лайфхак, на который наткнулся на днях. Он немножко забавный и, может быть, даже глупый. Там предлагается, если, естественно, у вас, если не полный привод, если там обычная машина, допустим, Приора, там предлагается под колесо, которое крутится, да, если вы застряли в снегу, предлагается вытащить обычный коврик из салона и подстелить его под ведущее колесо. И якобы это должно там, служить более лучшему сцеплению этому колесу, и машина выйдет. Давайте вот это проверим, если вам коврик, полик не жалко. И там еще писали, что полик не будет поврежден. Ребят, я вам скажу, холодно, так что нужно вот это все дело быстро делать, да? Да. Так, ладно, полик я достал. Ама, следующее, что делаем? Ну, сначала слей воду оттуда. Хорошо, я слил воду, да, все чисто. Если верить этому лайфхаку, нужно вот так вот. Прям так вот, хорошенько, да, слегка. Не жалей, Полик. Я-то не жалею. Я надеюсь, это... Потому что это какой-то... Так, Рустам, заводи мотор, заводи. Рустам, давай попробуем. Вперед, да. Цепление только. Танки грязи не боятся. Я не понял, этот лайфхак работает или у нас полный привод был включен сейчас? Мы главное сейчас должны посмотреть, не повредился у нас полик, нет? Да, Да вроде бы он чистый, да, нету ничего. Ама, ну что, как думаешь? Покажи мне. Полик, собака. Абсолютно ничего не произошло с ним, нужно просто помыть его, да. Единственное, мне обидно, что это мой Полик. Да? Как теперь сидеть там? Вроде бы дальше едем, да? Мне кажется, тут сейчас просто условия очень жесткие, да, реально гордые. Где-нибудь на проселочной дороге, если на приоре вы застрянете, я думаю, этот лайфхак реально вас спасет. Зимнее время года требует особого ухода и подготовки вашего железного коня. А как подготовить машину к зиме, расскажет нам наш эксперт Беслан, автомеханик с 10-летним стажем работы. В первую очередь надо проверить свой аккумулятор. Если у вас слабый аккумулятор, если позволяют финансы, лучше всего, конечно, будет заменить на новый. Если финансы не позволяют, отнести к аккумуляторщику, он проверит плотность, подзарядит его, и все будет нормально. После аккумулятора переходим к двигателю. Если вы давно не меняли свечи, то лучше всего поменять старые свечи на новые, чтобы машина более лучше заводилась на холодный двигатель утром. Также стоит проверить ремень горяем двигателя и ролики, потому что если у вас слишком большой пробег на машине и вы их не меняли, есть вероятность, что или ролик сломается, или ремень порвется, а это влетит вам в копеечку. Если по какой-то причине вы летом заливали в расширительный бачок воду, то перед первыми морозами вам придется полностью слить из системы охлаждения двигателя воду и залить туда тосол или антифриз. Потому что если вы так не сделаете, зимой, ночью при минусовой температуре у вас вода замерзнет в блоке и в радиаторе, и блок может у вас треснуть и радиатор лопнуть. Идем дальше. Не менее важный момент, надо заменить жидкость в бачке омывателя. Обычно летом все ездят на воде, надо оттуда слить воду полностью и залить незамерзающую жидкость. И самое главное, замените летнюю резину на зимнюю. Это самый главный момент. Как бы вы хорошо не подготовили бы свой автомобиль, не нарушайте на дорогах. Соблюдайте скоростной режим, пропускайте пешеходов, не проезжайте на красный свет и будьте осторожны на дорогах. Так, давай, признавайтесь, кто это? У кого была идея зимой в горы? Ну, вы же знаете, как я вообще люблю горы.
Я знаю, что это ты все начал, это все движение. Давай. Идея на самом деле пришла как-то спонтанно поехать в гору. Вообще, я думал на самом деле, как лучше, как оригинально встретить Новый год. А как еще, как не в горы, да? Действительно. Есть альтернатива, допустим, у тебя или у тебя? Куда еще? Не, на самом деле, я признаюсь, идея хорошая. Не знаю, что там дальше будет. Я думаю, дальше будет интересно и очень круто. Вспомнились вот эти годы, Да, школьные да, годы, да. вот эти веселые истории. Мне бы хотелось, знаете, рассказать одну историю, как мы проводили детство, именно зимнее время года. И явно не так, как вот сейчас проводят в наше время дети. Конечно, да, с телефонами, да, с планшетами, с играми всякими разными. Вот, у нас в школе, знаете, в принципе, вот это здание разделено на 3 корпуса. Там в одном корпусе детишки. Большая школа должна быть. Да нет, средняя такая школа. И вот эти остальные 2 корпуса мы проводили целую войнушку, на самом деле, устраивали. И это получалось на переменах. Делали там наброски, планы какие-нибудь. Стратегию разрабатывали, да. И как только прозвучал звонок на перемену, все это начиналось. И там такое бывало, ой, это что-то. Вот это было действительно классно. Да, реально, в наше время развлечения были совершенно другие. Как сейчас дети играют, какие игры играют и какие игры у нас были тогда. Рустам, расскажи, ты это, до сих пор веришь в Деда Мороза? Знаете, что мне нравится в горах? Давай, рассказывай, что тебе нравится? Мы раньше с моим коллегой снимали проект «Чечня неизведанная», часто ездили в горы. И каждый раз, с каждым выездом, что было, за каждым поворотом, когда ты идешь или пешком, или на машине едешь, вы можете наглядно наблюдать, за каждым поворотом есть вид неповторимый, на самом деле, который больше нигде нету. И горы, они полностью индивидуальные. Каждый вид, он индивидуален, он не повторяется. Расскажи какую-нибудь тоже историю детскую, из детства, зимнюю желательно. Сейчас закончился. Прям так и не вспомню историю. Я помню, самое любимое развлечение, какое было зимой, это кататься на саньках. У меня были такие алюминиевые с цветными деревяшками. Да, да, они летом висели на балконе, ну, в смысле, целый год висели на балконе, и зимой, когда я их доставал, они были немножко не то что проржавевшие, ну не такие скользкие. Приходилось обкатывать, так сказать, как машину новую обкатывать, так вот приходилось обкатывать несколько дней, да, с первой, когда снег выпадал. И бывало такое, что ты пока обкатаешь, а там снег мог растаять, и сплошное разочарование, конечно. Кстати, Рустам взял с собой кое-что, я думаю, тебе это понравится. И это кое-что из нашего детства, между прочим. Да ладно, Да. не может быть. Так, Санки. Да. А как ты догадался? Проверим? Сани Рустама, как они? Мы просто должны сейчас найти подходящее место, да? где-нибудь остановиться и прокатиться. Рустам, давай найдем. Я, кстати, предлагаю вон там вот хорошее место. Почему я первый? Ну, Бекан, это объясняется очень просто. Сани, как говорил Рустам, им 15 лет, понимаете, это целая эпоха. Это, во-первых. Во-вторых, за эти 15 лет все-таки этот тип на них катался. Знаете, и они ненадежные, на самом деле, ненадежные. Вот. И кто из нас легче всех по весу? Рустам весит под 200 килограммов, я чуть меньше 100, вот ты под 50. Давайте так сделаем, по теории, вот именно вот по правилам, да, Понимаете, вот так всегда происходит. Так всегда. Бекан, держи. Мы верим в тебя. Только не бойся. Только не бойся. Только ради вас, дорогие зрители. Поехали! Я не понял, что произошло. Снег рыхлый. Бекхан, тебе походу надо немного поднабрать. Не, ну, в принципе, неплохо. 2 метра будет там, Бекан. Я все, конечно, понимаю, ребят, но
Вот что я обнаружил. И зачем нам гирлянды? Где наша конечная остановка? Ну, вот я думаю, мы сейчас почти доехали, так что наберись терпения, сам все поймешь. При виде этого сам ты все поймешь, на самом деле. Ладно. А нетерпеливый какой, ну. Ну, Бекан, выбирай. Себе ельки. Да. Теперь я понял. Елку будем украшать, да? Бекан, как ты понял, идея была такая: поехать куда-нибудь в горы, найти ель, подключить к ней гирлянду, ну и от питания машины, ну, включить ее. Вот, для этого мы, ну, взяли с собой гирлянду, ты ее сейчас подключишь туда, ну, зацепишь, прицепишь, или как это правильно будет. Вот, а затем нам необходим вот такой, ну, преобразователь, он из 12 вольт выдает 220. Нужно подключить ее к аккумулятору, завести машину, чтобы аккумулятор не сел. Вот, и мы можем сюда подключать свободно гирлянду, которая работает на 220 вольт. Она будет работать по теории. Мы это проверим сейчас. Ну, сначала нам нужно, наверное, Да, сначала ёлку тебе украсть. нужно украсть елку, вот. Почему мне? Почему мне? Опять-таки, вот так всегда. И санки я, и нет. Дело в том, что мы никогда не украшали елку, на самом деле. Мы думали, да, мы даже не думали, что это будет какая-то сложная задача. И вот на деле выясняется, что это действительно очень сложно. А Рустам говорит, что у него есть опыт все-таки какой-никакой, да? Рустам? Вот Рустам сейчас Я нам все мастер... видел в теории, но на практике делаю это впервые. Хозяин, их не снимай. Давай из лохар. Проходим. Еще, давай, подтягивай. Рустам, отпусти. Давай. Скажи это, насколько это сложно? Вот эту работу я делаю. Бекхан, короче, ты понимаешь теорию, да? Все, я тебе Я не передаю понимаю, работу. Дона, да ты себя распутал. Давай, Рустам, тебе хорошо получается. Вот видишь? Сагу умбахна? Вроде бы неплохо получилось. Ты шутишь, что ли? Так себе. Не, ну если учитывать, как мы старались, как-никак первый опыт. Мне кажется, мы вообще видимо испортили, который дан природой. Нет, на самом деле, Не, зато светится. да, ночью будет видно все. Самое время обменяться подарками. Я надеюсь, вы что-нибудь мне приготовили. Я-то не забыл о вас. Кстати, подарки, да. Ну, показывай. Так как Бекхан, мы с Рустамом подумали, что ему подарить, да? Ну, так как Бекхан у нас вот только начинает учиться водить машину, ему скоро поступать нужно на курсы вождения. Бекхан, ты уже догадался? Мы решили, тебе не помешало. Правила дорожного движения. Правила дорожного движения. Здесь написано абсолютно все от А до Я, все знаки. Короче, все, что должен знать грамотный, вот, Учись, водила. законопослушный водитель. Учись, и это, кстати, книжка тебе пригодится в жизни. Да, после даже учебы можешь сохранить ее и пользоваться как пособие, потому что все это запомнить невозможно, будешь подглядывать иногда. Спасибо. Ну что, ты рад своим подаркам? Конечно, очень полезно. На досуге почитаем. Ну, Рустам,
Теперь очередь Ахмеда. Что мы ему подарили, скажи? Не терпится узнать, да? Очень нужная вещь для определенных людей. Психотерапия гнева. А Бекхан, объясни, почему мы ему подарили эту книгу? И на самом деле, если Амад в кадре ведет себя очень спокойно, то за кадром это совсем другой человек, поверьте мне. Покажи книжку. И мы решили, что для него эта книжка будет очень полезной. Амад, вот Нет. тебе подарок. Сегодня какой-то книжный день у нас. Да. Мне больше интересно, где вы ее просто нашли, выкопали. Это не значит, что я искал. Так. Рустам, твоя очередь. Мы, честно скажу, Очень интересно. мы честно скажу, с Беканом думали недолго. Ну что мы знаем, что ты у нас спортсмен, для тебя правильное питание, это важно. Бывали случаи, когда вот мы были на съемках, Рустам, когда просто проголодался, он просто оставляет съемки и уходит покушать что-нибудь. Вот. И он не может без еды, вот такой вот человек. Если проголодался, то ему необходима еда. Вот. Бекан, что у нас там? Так что мы боялись, что он это в конце дня может Да. уйти, свалить. Да. Так что мы приготовили курицу. Пожаренная, между прочим. Пожаренную. Я думаю, тебе понравится. Мы специально весь день сберегли ее для тебя. Хотя она это холодная, Чуть-чуть наверное. остыла, мне кажется. Чуть-чуть остыла, да. Ну попробуй. В любом случае, стоящий подарок. Вот после съемок будешь съем. Не будешь пробовать сейчас? Перед Буду, камерой? конечно. Перед камерой не будешь? Курица не отравленная, поверь Да. мне. Сейчас попробуем. Попробуй. Наш режиссер Какие не даст проблемы? соврать. А кстати, а что мы это? А это же режиссеру от нашего подарили? режиссера осталось. Курица осталась с него. Ресита Магомадов, наш режиссер. Я пошел. Может, поделишься? Да что такое? Нет. Я понимаю. Почему мне книжка, ему еда? А? Мог бы мне, я не знаю, шарф подарить, что ли, какой-нибудь? Ну, Бекан, ты же хотел встретить Новый год по-необычному как-то. Как думаешь, нам с Рустамом удалось тебя удивить? Вам действительно удалось. Я очень доволен. И я даже представить себе не мог, что здесь, в горах, мы будем встречать Новый год. Это запомнится на всю жизнь. Спасибо вам огромное, друзья. Да, не за что. А за замерзшие ноги, наверное, простишь нас? Нет, вот за это я вас не прощу никогда. Я думаю... Не только у тебя замерзли ноги, так что давайте побыстрее закончим Я вот думаю, эту что систему. и один оператор тоже замерз. Я думаю, что настал момент, да, сделать то, ради чего мы ехали сегодня целый день, зажечь эту елку.